Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о крупной аварии с участием двух грузовиков на Горьковском шоссе. Смотрю в зеркало, он очень быстро приближается и удар. Одного из водителей зажало в кабине тягача. Покажем, чем обернулись ночные гонки на квадроциклах для 3 казанцев. Группа из 3 молодых людей на квадроциклах передвигается по улицам города, создавая при этом угрозу другим участникам дорожного движения. Купили фальшивки в Москве, а реализовывали в Буинском районе. В Татарстане вынесли приговор 3 молодым людям, обвиняемых в сбыте поддельных купюр. Об этом и не только. Прямо сейчас. Дальнобойщик пострадал в результате столкновения двух грузовиков на Горьковском шоссе. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем, после чего въехал в фуру. Пострадавшего водителя зажало в кабине грузовика. Его вызвали сотрудники МЧС. С места происшествия Нафиса Минязова. Смотрю в зеркало, он очень быстро приближается и удар. Водитель фуры, которая приняла на себя весь удар, сильно испугался. Говорит, после столкновения многотонная машина отбросила на несколько десятков метров вперед. Выйдя из кабины, мужчина подошел к предполагаемому виновнику аварии и узнал его. Рассказывает, за пару минут до удара он обогнал дальнобойщика, который ехал вполне уверенно и не вызывал никаких подозрений. Вот эту машину я обогнал. И вот здесь перед светофором, точнее метров, наверное, 30, сколько здесь. Загорелся там, красный, и вот начал тормозить. Самостоятельно выйти из кабины грузовика пострадавший дальнобойщик не мог. Изначально ему попытались помочь дорожные рабочие. Вскоре на место прибыли спасатели. С помощью специнструмента они разрезали искореженную кабину и освободили водителя. Предполагаемый виновник аварии объяснил, что стало причиной тарана. Я просто, значит, не тормозил, я уснул, я же не тормозил, значит. Машина, как она пошла. Также добавил, ехал в Казань из Москвы, при этом не спал почти 2 суток. Судя по повреждениям грузовика, многотонный удар был достаточно сильным, и если бы его не приняла фура, а какая-нибудь легковушка, последствия могли быть трагичными. Повезло водителю и с тем, что удар пришелся именно в середину кабины, а не на сторону, где он сидел. Буквально пара десятков сантиметров спасли мужчине жизнь, и он отделался лишь травмой колена. От госпитализации пострадавший отказался. Все обстоятельства и причиненный материальный ущерб еще только предстоит установить. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, вызов 112. Велосипедистка скрылась после столкновения с автомобилем Opel Astra на улице Чуйкова. Девушка перелетела через капот и оказалась на асфальте. После произошедшего она стала винить в аварии водителя иномарки. Однако у него была другая точка зрения. Сергей Хайдаров разбирался в ситуации. Она потому что летела на красный свет, летела достаточно сильно. То есть прям быстро ехала. Я не знаю, как на велосипеде так можно ехать. По рассказам Александры, пассажирки Opel Astra, девушка, едущая на велосипеде, выбрала немаленькую скорость. И когда очевидцы увидели, что она едет на запрещающий сигнал светофора, а со второстепенной дороги выезжает автомобиль, ей стали кричать, чтобы спасти от удара. Но девушка не остановилась. В область крыла, и капота. Перелетела через капот. После падения она встала, отряхнулась и начала винить в произошедшем водителя легковушки. Она считает то, что ей нужен велосипед, оплачивает ремонт. Испугавшись за здоровье велосипедистки, молодой человек вызвал на место медиков. Впрочем, оказывать помощь фельдшерам было некому. Девушка покинула место ДТП. Не исключено, что она испугалась последствий. В случае признания ее вины велосипедистке бы пришлось оплачивать ремонт иномарки. Вот я ее специально успела сфотографировать. Вот это все, в чем она была. Единственное, у нее упала с велосипеда бутылка. Кто понесет ответственность за произошедшее, станет известно после детального разбора в госавтоинспекции. Но до этого инспекторам предстоит установить личность девушки и ее местонахождение. Сергей Хайдаров, Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, вызов 112. Автоинспекторов вызвал на улицу Юлиуса Фучика мужчина, посчитавший, что стал жертвой наезда. Он заявил, что вышел из подъезда, прошел несколько десятков метров, и вскоре ему на ногу наехал неизвестный автомобилист. Назрел словесный конфликт. Пострадавший просил водителя извиниться, однако тот отказался и уехал с места происшествия. В итоге мужчина обратился в правоохранительные органы. Сейчас поиском водителя займутся сотрудники ГИБДД. В Казани оштрафовали 3 мужчин, катавшихся по улицам города на квадроциклах. Как посчитали полицейские, водители создавали угрозу другим участникам дорожного движения. Инспекторы нашли их по видеоролику, размещенному в соцсетях. Сначала выяснили дату, время, место съемки, а затем и личности нарушителей. Ими оказались местные жители в возрасте от 25 до 32 лет. Все 3 признали свою вину.
В отношении них составлены административные материалы по части 1 статьи 12-15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за опасное вождение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей. 60-летний мужчина утонул в реке Степной Зай в Альметьевске. На берег его вытащили очевидцы. К тому моменту он уже не подавал признаков жизни. Тело погибшего передали в руки полицейских. Жизнь 43-летней женщины унес пожар, произошедший этой ночью в садоводческом некоммерческом товариществе имени Сергея Петровича Горбунова. Сообщение о возгорании поступило на единый номер вызова экстренных служб примерно в полночь. К прибытию пожарных огонь охватил уже 2 садовых домика. Владелец одной из дач получил ожоги рук, но смог выбраться из горящего здания самостоятельно. А вот его знакомая этого сделать не смогла. Тело сильно обгоревшей женщины обнаружили огнеборцы во время тушения. Пожар уничтожил 3 садовых дома. Что стало его причиной, сейчас выясняют дознаватели. В Зеленодольске под суд пойдет 50-летний местный житель, обвиняемый в истязании инвалида. В отношении мужчины также возбудили уголовное дело по статьям угроза убийством и незаконное проникновение в жилище. Как полагает следствие, начиная с прошлого года обвиняемый, будучи нетрезвым, систематически без спроса заходил в комнату к 58-летнему соседу, который прикован к постели и является инвалидом 1-й группы. Предполагаемый злоумышленник избивал его и угрожал убить. В январе 2020 года, также в состоянии алкогольного опьянения, он без спроса зашел в комнату, стал смотреть телевизор, после чего выкрутил руку инвалиду, нанес ему несколько ударов кулаком и электробритвой по лицу. О противоправных действиях мужчины потерпевший сообщил своим детям, которые в свою очередь обратились в правоохранительные органы. При этом причастность к совершению преступления он признал в полном объеме. 43-летнюю женщину с ограниченными возможностями задержали в Альметьевске по подозрению в убийстве своей соседки. Предполагаемая злоумышленница во всем созналась и заявила, что причиной преступления стала ревность к своему бывшему сожителю. Подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, подозреваемый распивал спиртные напитки вместе с бывшим сожителем и соседкой. В какой-то момент она отлучилась на кухню, чтобы взять нож для резки продуктов. Вернувшись, женщина обнаружила, что соседка флиртует с бывшим сожителем. После этого она приподнялась с инвалидного кресла, на котором передвигалась, и ударила женщину ножом в сердце. В результате полученного ранения та скончалась на месте. В Буинске вынесли приговор 3 парням. Как доказала сторона обвинения, молодые люди сбывали фальшивые купюры в закусочных и продуктовых магазинах. При этом поддельные банкноты они забрали в Москве. Какое наказание вынес суд, расскажет Слават Мухаммадуллин. Как полагают полицейские, история преступления берет свое начало с желанием 3 жителей Буинского района заработать. Вот только способ они выбрали незаконный. Парней в возрасте 17, 18 и 23 лет мучила жажда легких денег. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Буинскому району установили, что в январе 2020 года злоумышленники посредством одного из интернет-сайтов договорились с гражданином о приобретении за 8000 рублей 4 поддельных 5000-ных купюр. Перечислив оговоренную сумму, молодые люди получили данные о месторасположении тайника в Москве. Забрав фальшивые банкноты, они вновь вернулись в республику. По дороге назад они разменяли денежные средства в закусочных и продуктовых магазинах. Вскоре их задержали. В отношении всех 3 возбудили уголовное дело по статье «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов». Приговором Буинского городского суда молодым людям назначено наказание на срок от 3 до 5 лет лишения свободы условно. Слават Мухаммадуллин, Айрат Назипов, вызов 112. Челнинские автоинспекторы помогли доставить 1,5-годовалого ребенка в больницу. На выезде из города к сотрудникам подошел водитель автомобиля ВАЗ и рассказал, что его сыну стало плохо в машине. У ребенка резко поднялась температура и начались судороги. Старший инспектор ДПС Ленар Шамсиев незамедлительно сообщил о происшествии в дежурную часть. А командир взвода Юрий Корсаков, включив звуковые и световые сигналы, сопроводил семью с мальчиком до больницы. Состоянию малыша сейчас ничего не угрожает. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.